الدرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله. Хвала Аллаху, Господу миров, мир и милость нашему любимому пророку Мухаммаду, его семье, его сподвижникам и всем тем, кто последовал за ним до самого судного дня, а затем. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, любимые братья и сестры. Говорить перед сном слова Аллаху Акбар, Субханаллах и Альхамдулиллах является сунной нашего любимого пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Передается в хадисе от Али, да будет доволен им Аллах, что когда Фатима попросила у посланника Аллаха слугу, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما فكبر 34 وسبحا 33 واحمدا 33 فهذا خير لكما من خادم. Не указать ли мне вам на то, что лучше для вас, чем слуга? Когда вы ложитесь спать, или же когда собираетесь спать, то скажите 34 раза Аллаху Акбар, 33 раза Субханаллах и 33 раза Альхамдулиллах. Это лучше для вас, чем слуга. Эта сунна особенно очень важная в наши дни. Этот зикр является одной из сильнейших причин восстанавливающей силы человека. Потому что когда она пожаловалась ему, что она устает, он сказал, что это лучше, чем слуга. Постарайся не упустить возможность стать из тех, кто оживляет сунну пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, а оживляющих его сунну ждет огромная награда. Я прошу великого Аллаха сделать нас из числа тех, кто оживляет сунну пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал правду Аллах. Посланник аллаха был прекрасный пример для вас, для тех, кто надеется на Аллаха и премного поминает Аллаха.